Эрдишан Кобаш Быганба. Чтобы не говорить, ну и где же Абхазия? Бесконечно уважаемые нами братья и сестры, те, кто в поте лица пытается прокормить свои семьи, кто не утратил чувство стыда, кто довольствуется малым. Прежде всего, заботьтесь не о личной выгоде, а об интересах нашей страны и нашего народа. Вы являетесь достойными представителями высокой духовной нравственности, а также достойными представителями высокой души Апсуа, являющейся на протяжении всей нашей истории образцом, который способствовал, чтобы наша нация, начиная с глубокой древности, дожила до наших дней. Но в действительности, на протяжении всей истории имелись еще и те, кто воровал все подряд, кто узурпировал право честных граждан, кто, потеряв чувство стыда, мог продать свою родину и свой народ. В наше время они тоже существуют. При том, что ценность высокой души не может быть измерена никакими богатствами мира, имеются такие люди с низкой душой, цена которой может быть измерена товаром, имуществом или же деньгами. Такие люди с низкой душой многократно приводили наш народ к катастрофе, мы несколько раз возвращались с самого края обрыва, в настоящее время опять есть те, кто пытается затолкать нас в катастрофу. Есть те, кто думает, что тупость, ассоциирующаяся с необходимостью создания условий для продажи недвижимости в качестве вложения, инвестиций, будет аплодироваться стоя. Придерживаясь подобных убеждений, продавшие свое жилье некоторые из палестинцев на собственной земле живут как рабы, другие же из них не могут жить в своей стране даже в качестве рабов. Краткое описание процесса, источник, книга египетского писателя палестинского происхождения Абдул-Салима, «Ну и где же Палестина?», 1964 год издания. В начале 1920-х годах с началом проявления ухудшения экономики, палестинское государство начало принимать на себя ответственность по краткосрочной внешней задолженности и долгам с высокой процентной ставкой. Однако, в связи со вспыхнувшим в 1929 году мировым экономическим кризисом, многие страны-кредиторы и другие финансовые круги помимо того, что прекратили кредитование, также потребовали от Палестины возмещения вместе с процентами предоставленной ранее дебиторской задолженности. Такая внешняя задолженность Палестины, процентное соотношение которой на 40% превышало общий бюджет, приводила руководство Палестины к мысли о невозможности погашения долга в течение короткого срока. В это время западные державы для погашения задолженности стали рекомендовать палестинскому правительству принять решение в отношении закона, позволяющего свободно осуществлять свободную продажу земли иностранцам, в результате доходов от которой можно будет погасить все внешние долги, при этом они стали усиливать давление в этом направлении. Будучи не в состоянии больше оказывать сопротивление, в 1932 году палестинский парламент принял закон, который снимает все ограничения на осуществление продажи земли иностранцам. И, наконец, Палестина вместе с собственно принятым законом добровольно отдалась на растерзание волком. Самым главным виновником в разрушении палестинского государства являлось правительство и палестинский парламент того времени. Воспользовавшись законом, принятым парламентом, разбросанные по разным странам евреи, большую часть которых представляли собой выходцы из Германии и России, в скором времени начали скупать земли в Палестине. Обогащаясь за счет поступления от продажи земли и информационных агентств газетных издательств, современное название СМИ, которые официально принадлежали палестинцам, но в действительности все основные капиталовложения принадлежали иностранцам, а особенно евреям, при этом, наивно думающих о повышении уровня процветания и своем якобы обогащении, палестинцев еще больше стимулировало к продаже земельных угодий. Палестинцы, кто был убежден, что данный способ является источником дохода, в течение короткого периода времени стали еще больше продавать евреям земли. Вместе с тем, евреи, ставшие владельцами здешних земель, посредством социологов стали выявлять стремления и требования палестинского народа и особенно молодежи. Благодаря такой заинтересованности, было выявлено, что большая часть молодежи предпочитала бы проводить время в барах, ночных клубах, кабаках, а также у них была выявлена склонность к импортируемому товару. Исходя из таких определений, скупившие земли у палестинцев, евреи в густонаселенных палестинских поселениях стали открывать потребительские магазины с импортными товарами, а также, в особенности рассчитывая на молодежь, развлекательные заведения, бары, ночные клубы и кабаки, при этом стали привлекать для работы юных привлекательных девушек, особенно палестинских девушек со стройной фигурой и красивой внешностью. Чтобы устроиться молодым и красивым палестинским девушкам в такие заведения, основателями которых являлись евреи, выстраивались длинные очереди и проводился конкурсный отбор. После этого на Палестине стал происходить и крах морали. Невоспитанные и не имеющие представления о будущем палестинцы тратили, полученные от продажи земельных участков, деньги, которые опять же возвращались в карманы евреев, при этом никто даже и не был в курсе такого расклада. Интеллектуалы Палестины, а также некоторые патриотические организации, стали заострять внимание общественности на возможные в будущем печальные последствия, являющимися результатом продажи земельных участков, услуг и товаров, существующих учреждений или же которые посредством аналогичных приватизаций, осуществляемых в настоящее время, переходят в собственность евреев. В связи с чем, после предъявления требований о немедленной отмене ранее принятых парламентом законов, иностранные печатные издательства, я называю это промывкой мозгов, стали обвинять патриотов палестинского народа, утверждая, что они враги национального капитала, при этом заверяя, что такая политика не будет отрицательно сказываться на Палестину, несколько проданных земельных участков не разрушит Палестину, деньги поступают в бюджет Палестины, наш народ становится богаче. Мы сможем встать на ноги благодаря этому иностранному капиталу. 37 человек, представителей этой патриотической интеллигенции, были убиты посредством нанятых палестинских киллеров. А оплата на адвокатские услуги для тех убийц, кто был пойман в связи с покушением, также оплачивались евреями. Когда в 1943 году дело дошло до частичного возмещения денег по оплате налогов для полученных разрешений на создание еврейской полиции и жандармерии на территории Палестины, в результате притеснения и запугивания палестинцев, 1/3 часть палестинской территории перешла в руки евреев. И, наконец, в 1948 году на палестинской территории было создано государство Израиль. Палестинский народ, после подписания своими предками закона, в настоящее время прилагает все усилия, чтобы отвоевать переданную в распоряжение евреев всю оккупированную территорию и заново создать палестинское государство. Палестинский народ, все еще скорбя и помня с любовью и уважением по 37 убитым патриотам, до сих пор проклинает издавших в то время закон о свободной продаже земли, всех членов парламента, при этом даже их потомки с постоянным чувством стыда продолжают жить, окруженные презрением своего народа. Кроме того, разве имеется в Абхазии достаточно недвижимости, чтобы пустить ее на продажу иностранцам? В Абхазии, если имеется 10 семей в одном роду, кто же из них имеет избыточное количество недвижимости, чтобы еще и продавать его? При том, что некоторые семьи вообще не имеют жилья, как же произошло так, что у других существует избыток жилья с целью продажи?
чье имущество и кому вы намерены его продавать. Даже вести разговор в отношении принятия такого закона уже считается позором, в особенности позорным считается используемый какой-либо другой страной метод подобного запугивания и ограничения. Безрассудными считаются те, кто утверждает, что абхазский народ не имеет ответственности проявления себя перед тем или иным государством. Мы на стороне Абхазии, мы на своей стороне. У всех тех, кто не имеет своего собственного мнения, угрожать из-под тишка, аргументируя ухудшением стратегических партнерских отношений, подобных зависшему мечу дамы Клава, утверждая при этом о необходимости взаимного интереса в поддержании альянса, означает причинение наибольшего ущерба абхазско-русским отношениям. Звездочка — самый кратчайший путь до саморазрушения страны, основной проблемой которой является демографическая продажа недвижимости в ней. Те, кто, прекрасно зная о хрупкости демографической структуры, все равно продолжает актуально поддерживать на повестке дня тему продажи собственности, кто, зная о том, что с демографическими изменениями может быть стерта наша нация со сцены истории, все равно ищет любые способы для оправдания такой продажи, должны знать, что наша сущность зависит от существования Абхазии, наша судьба есть судьба Абхазии, поэтому, чтобы не удивляться, ну и где же Абхазия, на каждой платформе в любом уголке мира, противостоять такому предательству и наше право, и наша обязанность. С уважением. Кавказо-Абхазский комитет солидарности, глава Эрдишан Кобаш Быганба. Турция, Стамбул.